Микрофон включен. Говорите, вы в эфире. Ну, дорогие друзья, началась наша замечательная рубрика «Открытый микрофон». Сегодня в гости к нам пришли Алексеева Галина Ивановна, директор Института повышения развития образования, повышения квалификации педагогов республики, доктор педагогических наук. Здравствуйте. Здравствуйте. И еще у нас сегодня дорогой гость. Сегодня он с утра у нас уже на НВК вы побывали, да? Уже узнали, какая у нас телерадиокомпания. Сегодня вы и на радио. Высоцкий Иван Ростиславович, дорогие друзья, прошу любить и жаловать, зав. Лаборатории Московского центра непрерывного математического образования. Один из авторов контрольно-измерительных материалов по математике. Так что, дорогие друзья, 32 11 66 32 00 66 можете присоединиться к нашему разговору, к нашей беседе, задать вопросы, буквально из первых уст узнать, услышать все про экзамен ЕГЭ. Ну, говорят, этот экзамен вообще страшно подорожал, стал более сложным, более каким-то таким вот, вообще дело идет к чему? К тому, чтобы в вузы поступали действительно дети, самые, как говорится, отборные, те, кто могут справиться, с таким вот объемом знаний и вообще с каким-то уровнем таким вот, повышенным, да, или как? Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Телезрители, да. Вот в эти дни в городе Якутске проходит педагогический форум учителей математики, физики, информатики. И сегодня, конечно, со всех улусов республики приехало очень много учителей. Этот форум призван действительно поднять качество физико-математического образования. И в рамках вот этого форума сейчас проходит очень много достаточно таких глубоких содержательных мероприятий. И в том числе я бы хотела отметить, что у нас к нам приехали наши гости, высокие гости. Это работники, специалисты, сотрудники Центра непрерывного математического образования города Москвы. И Федерального института педагогических измерений, ФИФИ мы говорим, да. Это те, которые как раз являются разработчиками единого государственного экзамена. И вот сегодня в гостях, как вы сказали, Иван Ростиславович Высоцкий, который с нами уже достаточно долгие годы работает с нашей республикой, с Министерством образования. Отмечаем, да? 5 лет сотрудничества. Да, 5 лет сотрудничества. Вам подарили замечательный письменный прибор, что вы помнили. 5 лет. Да. А вы к нам в первый раз приехали или вы как? Я уже почти сторожил. Я уже выучил топографию города. Прекрасно. Хожу без пионер-вожатой. Понятно. Уже почти по-якутски заговорили. Да, Иван Ростиславович у нас постоянно почти, в течение года почти, где-то 2 раза приезжает, работает с нашими учителями. Причем наши учителя тоже выезжают в Центр математического образования. Да, раз в год, в июне обычно Марина Ивановна Баишева привозит группу. У вас такое пристальное внимание к нашему региону в связи с чем? Или вы со всеми регионами так сотрудничаете, работаете? Знаете, это в первую очередь инициатива Института развития образования Галины Ивановны, Марины Ивановны Баишевой, это зав. Кафедры физико-математического образования, которые вышли на наш центр для того, чтобы мы помогли, а потом мы выяснили, что и Якутия нам очень многим может помочь. Мы с большим интересом прислушиваемся к мнению якутских учителей, к мнению специалистов, потому что нам постоянно нужно работать не только со специалистами, теми, кто делает ЕГЭ. У нас они есть. Нам нужно мнение учителей. Нам нужно мнение детей. Практикующих. Да, конечно. Дорогие друзья, есть возможность уникальная позвонить и поделиться. Может быть, родители, может быть, педагоги, которые не смогли прийти к вам на семинары, на ваши, на неделе происходящие замечательные во всех школах города практически, да? И еще вот такой вопрос. Все-таки этот экзамен, он почему усложняется с каждым годом? И не только математика, но и русский язык, и иностранный язык, Я ничего сказать не могу про русский или иностранный язык. Я не согласен с тем, что математика усложняется. Если мы сравним версии экзамена, они есть в открытом доступе в интернете. Каждый может посмотреть 2010 года, 2016 года, 2012 года. Вы увидите, что они на самом деле очень мало меняются. Есть определенный тренд. Может быть, он даже с первого взгляда ни специалисту будет не заметен, но этот тренд очень ясный. Мы взяли курс, это не только в экзамене, в образовании. К сожалению, экзамен – это зеркало образования и еще некоторая такая опорная точка образования. Ведь что бы ни было написано в учебниках, что бы ни было написано в самых лучших программах,
Учитель будет работать на конечный результат, потому что его заказчик – это его дети и родители его детей. Так вот, мы в образовании сейчас очень четко прослеживается курс на, в хорошем смысле слова, индивидуализацию образования. Мы очень хотели бы, чтобы наши школьники сами или с помощью родителей могли сформировать свой собственный образовательный запрос. И сказать, да, вот мне нужна вот эта математика, потому что я собираюсь работать вот там-то, быть там, не знаю, крановщиком. Мне нужна другая математика, потому что я хочу работать. Ну, то есть мы это к тому, что, допустим, те родители, которые не в курсе, вот, допустим, ну, пятиклашки сейчас, да, как бы все впереди у родителей, весь этот тернистый путь сдачи экзамена. Но 2 уровня математики, то есть базовый и... Вот, интересно, как вы говорите, тернистый путь. Чей, прошу прощения, тернистый путь? Родители. Ах, родители. Вот легче. Как, детей. Как говорят англичане, take it easier. Легче. Путь должен быть тернистым. Образование не должно быть абсолютно таким беспроблемным. Я очень не люблю, когда говорят, вот дети испытывают стресс. Но слава богу, что они испытывают стресс, наконец, в школе, потому что когда отменили в свое время экзамены после 4 класса, после 5 были серьезные переводные испытания, образование очень многое потеряло. Дети должны быть в форме, они должны повторять, они должны быть готовы к испытанию образовательному. Конечно, должны быть готовы. А когда вдруг учились как бы в школу, у нас же в школу... Но мы же закончили как-то без всяких этих как-то испытаний. Закончили. Да, конечно, выросли и закончили. У нас как вот 17 лет исполнилось, аттестат дали, все закончил. Заметьте, у нас даже в языке очень интересная есть особенность. Мы в школе не учимся. У нас в школу ходит. Ой, ты уже большой мальчик, ты уже ходишь в школу. Это очень плохо на самом деле. Вот. Да, сейчас 2 уровня. 2 уровня. То есть с прошлого года выделен уровень базовый. Образование должно быть честным. Вот аксиома, которые нужно держать перед глазами постоянно и повторять себе каждое утро тем, кто связан с образованием, оно может быть любым, более высоким, менее высоким, таким-сяким, оно должно быть честным. Я не великий математик, но для меня есть базовый экзамен, а государство хочет, чтобы я подтвердил свою математическую компетентность, что я умею считать деньги на рынке, в магазине, что я отличаю круглое от квадратного, что я выполняю элементарные математические действия, помогающие мне в жизни. Вот это очень важно. И, может быть, не так важно, что я там не умею решать какие-то удивительные уравнения или неравенства, там еще чего-то. И вот этот базовый экзамен, он дал возможность большой и очень важной, основной в каком-то смысле части нашего общества почувствовать себя не обиженными математикой, а напротив почувствовать, что им дали их честную, понятную математику для жизни. Ну, то есть, как бы такой крепкий такой, трояк по математике. Почему трояк? Это не трояк. Ну вот я бы очень не хотел, чтобы водитель маршрутки работал математик, потому что он должен за дорогой следить, а не задачи решать. Это люди, которые будут заниматься математикой ровно настолько, насколько это нужно в жизни. Почему трояк? Это нормальная математика для жизни, уверенная. Очень неприятно мне было, например, слышать, когда министр финансов последнего Советского Союза, Валентин Павлов, помните, наверное, да? Вот он говорил, что цены у нас примерно поднимутся на 200%, то есть в 2 раза. И никто не удивился. Никакой реакции не было в СМИ. Никто не захохотал. Вот это неприятно. Ну, хорошо. Смотрите, вот дети, мне кажется, могут оказаться в такой ситуации или уже оказались, что... Например, ребенок еще мечется, да, 11-классник, это понятно. Сегодня он хочет быть, не космонавтом, экономистом, а завтра, я как-то не очень, вообще, чем они там занимаются, эти экономисты, более-менее это понятно. Я хочу теперь быть каким-то инженером, я не знаю, космических ракет или еще что-то, да, вот. И что мне тогда сдавать? Или, может быть, на следующее утро я просыпаюсь, я, наверное, все-таки иностранные языки, я все-таки гуманитарий, как-то вот так. И получается, что ребенок должен как-то определиться, либо он сдает говорите, как базовый, да, такой общедоступный, или же какой-то повышенный уровень. И получается, что дети вынуждены идут на всякий пожарный случай сдавать все-таки повышенный, потому что вдруг он пойдет в технический вуз поступать. Слава богу, если человек изучает математику, если он
чувствовать в себе эти силы продолжать образование с математической составляющей, очень хорошо, что он выбирает профильный уровень. Скорее, в данном случае он, напротив, на всякий пожарный, как вы говорите, выбирает базовый для подстраховки. И ничего плохого в этом нет. Ну, дорогие друзья, у нас мы можем пригласить вас к телефону, к беседе. Может быть, зададите вопросы одному из разработчиков или вообще разработчику, автору, да? Кимов по математике. 32 11 66 32 00 66. Звоните, задавайте свои вопросы. И есть уникальная возможность вот буквально получить все ответы. В прямом эфире. Да, в прямом эфире и буквально вот из первых уст, скажем так. Но сказали мы, что какая цель преследуется. Да, вот дозвонились до нас первые наши зрители, слушатели. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мне подсказали, это Алена, мама выпускницы прошлого года. Алена, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. Или у вас мнение какое-то? Здравствуйте. Еще раз. Меня зовут Алена, и я узнала о вашей передаче. И хотела обратиться с таким вопросом. Дело в том, что моя дочь в прошлом году выпускалась и сдавала ЕГЭ по математике. По результатам этого экзамена в первой части она допустила 4 ошибки. А во второй части она сделала все 3 задания C1, C2, C3 по максимальным баллам. Но в результате общее количество баллов у меня было не очень хорошее. И в связи с этим у меня такой вопрос. Нельзя ли сделать так, чтобы отдельно был учет первой части и отдельно учет баллов второй части? Дело в том, что когда я у дочери спросила, почему у тебя так много ошибок в первой части, на это она мне сказала: мама, понимаешь, там задания были такие, извини, дебильные, я повторяю ее слово, что я подумала, неужели в 11 классе можно задавать такие вопросы? И я сидела, теряла время и думала, где же подвох, где же подвох. В итоге я написала, как сама придумала ответ, и, естественно, они были неправильные. Потому что, когда мы сходили на апелляцию, она увидела, где... Вопрос понятен. Вопрос совершенно понятен. Здесь сразу целый букет мыслей и ассоциаций. Во-первых, экзамен – это не место для подвохов. И вот здесь в каком-то смысле, наверное, есть недоработка школы. Дело в том, что задания первой части просто уже много лет все целиком лежат в интернете, доступны всем учителям, родителям, ученикам. С ними просто нужно быть знакомым. Если вы говорите то, что произошло, это означает, может быть, девочка просто была плохо знакома с содержанием экзамена. Это, наверное, недоработка школы. Ну, а по поводу раздельного учета. Нет, его, конечно, не будет. Это неправильно, но, скорее всего, будет другая ситуация, когда базовая часть будет укорачиваться для профильного экзамена. Иван Ростиславович, но мы вернемся через буквально мгновение. Уходим на рекламу. Радио Саха. Первое радио Якутии. Дорогие друзья, продолжаем беседовать про экзамен, про математику. Высоцкий Иван Ростиславович, один из авторов КИМов по математике, у нас сегодня в гостях. Дорогие друзья, уникальная возможность. Ну и вот только что позвонила Алена по поводу выпускницы прошлого года, ее дочери, которая буквально споткнулась на первых заданиях, достаточно легких, хотя ребенок, в общем-то, с легкостью справился с очень сложными заданиями второй части экзамена. Не с очень сложными, но справился. А на первой части споткнулась, как говорила Алена, из-за того, что искала подвох. Я уже отметил, что, возможно, здесь недоработка и самой Алены, и учителей, которые не познакомили ее с тем, что подвохов там нет. И, конечно, перспектива не отдельный учет первой и второй части. Нам не нужно, как говорил один известный человек, множить сущности. Нужно идти другим путем. Профильный экзамен, а мы пытаемся перейти через некоторое время к действительно профильному экзамену, без, как говорила наша собеседница, дебильных заданий. Так вот, укорачивать задания первую часть нужно. Как раз для того, чтобы дети наиболее подготовленные, те, которые настроены на математику, те, которым нравится это, чтобы они имели возможность быстрее, с меньшими потерями времени, сил,
перейти к тому, что им важно, не прорываясь через такой забор частокол вот этих вот простых вопросов, на которых можно споткнуться. Вот это наш путь. То есть это получается переходный такой момент. А почему вы все-таки решили этот переходный сделать? А нельзя было сразу поделить четко? Вот это повышенный уровень, а это вот такой более простой, это вот базовый. Вы знаете, 70 лет с лишним нам же всем объясняли, что мы все одинаковые. А для того, чтобы понять, что у каждого человека свой запрос образовательный, требуется некоторое время. К сожалению, сделать вот так вот раз и поделить невозможно. Это будут очень большие проблемы, связанные и с поступлением, и с тем, что школьники и родители не привыкли выбирать. К сожалению, у нас потеряна ответственность самого школьника и родителя за результаты образования. Все валит на школу. И вот вы смотрите, он мечется, да? Мечется. Почему он должен метаться? Человеку 18 лет, а он все еще не решил. То ли он там гуманитарий, то ли... Вот это очень плохо. То есть, ну а почему плохо-то, когда человек... Ну вы себя вспомните, вот 18 лет. Я помню, что у меня тоже были метания. Боже мой, кем же себя... 18 лет я окончил второй курс и был в армии. Другая немножко история. Вот. Но нынешним нашим ребятам молодым, да, все-таки я смотрю, которые поступают, а потом через 2 года бросают учебу, потом уходят куда-то работать, что-то еще, а потом только уже осознанно они снова поступают. Вот тут совершенно другая история. То есть, когда человек не может определиться со своим профессиональным будущим. Метание, да, вот поиск себя всегда же был во все времена. Это не только вот нынешние выпускники, нынешние школьники метаются. Это действительно было всегда. И в наше время, когда заканчивали школу, 10 класс. Да, 10 класс, поступали, потом действительно тоже бросали, потому что это был не их выбор. Не их, это не... Так папа сказал или мама. Да. Поэтому, конечно, это сложно, но для этого вот и школа, и учителя, и семья, конечно, должны вкупе все вместе работать, чтобы действительно ребенок выбрал осознанно свою профессию. Сейчас еще, может быть, немножко сложность в том, что раньше это, чтобы человек выбрал специальность, поступает один-единственный вуз. А сейчас ребята имеют право поступать уже на несколько специальностей. Да, поэтому это немножко их действительно немножко они имеют право то поступать, скажем, на экономические или то ли еще на другие такие специальности. Поэтому они, конечно, начинают колебаться. Но опять-таки вот такое разделение все равно ведь дает право, например, вот если я сдала повышенную математику, то есть мне одна дорога в технические вузы, да? Так? Ну и на экономический. Если вы хорошо сдали математику, вам открыты все пути. Да. Вообще, у нас вообще всем все пути открыты. Где есть профильная математика. Да. Что касается прав, о которых говорила Галина Ивановна, так очень хорошо, что у человеку предоставляется возможность дополнительного выбора. Другая сторона нашей проблемы – это избыточная, я бы сказал, ориентированность общества на поступление в вуз любой ценой после школы. Вот именно, да. Совершенно вот это главная проблема. То есть, поэтому нам нужно возвращать привычку думать людям о том, чем же им заниматься. Школа у нас, к сожалению, очень часто, даже в глазах, я уж не говорю, так сказать, руководителей, в глазах родителей рассматривается как место, где детей можно оставить, знаете, как в детском саду. Вот типа они там до 11 класса за ними присмотрят. Школа должна вернуть себе все-таки статус образовательного, в первую очередь, учреждения. Понятно. Скажи, пожалуйста, вот вы 5 лет тесно сотрудничаете с нашим институтом повышения квалификации педагогов, но можете вы как-то оценить, наверняка вы отслеживаете, как сдают экзамены у нас в регионе, как мы смотримся на уровни других регионов и куда нам стремиться, может быть? Конечно, статистика выполнения – это то, что очень важно посмотреть после прохождения экзамена. Не так важно смотреть на конкретный регион. Здесь больше любопытства. Мы прекрасно понимаем специфику каждого региона. В каждом регионе есть вполне определенные традиционные черты и так далее.
Я не буду сравнивать республику Саха с другим. Во-первых, у меня сейчас нет этих чисел перед глазами. А во-вторых, это просто некорректно. Нельзя сравнивать разные регионы. Вообще, это соцсоревнования нужно прекращать. И очень правильно сделал Рособорнадзор последние годы. Знаете, а что в соседнем дворе, как говорится? Регионе примерно то же самое. Понимаете, они ровно из той же страны, они из того же теста сделаны. Все то же самое. Понятно. В общем, цифр нет, хорошо. Нет, все, я все-таки закончу мысль. Сейчас ЕГЭ с каждым годом проходит все честнее и честнее. Меньше и меньше фальсификаций. И кажущееся падение уровня, на самом деле, это повышение ответственности проводящих и повышение честности самого экзамена. С другой стороны, у нас очень резко, и в Якутии, в частности, за последние годы, выросло количество тех, кто получает действительно очень высокие баллы. Здесь заслуга и института, и школ, и конкретных людей, энтузиастов образования огромная. Ее невозможно переоценить. Хорошо. Вот кто-то к нам еще позвонил. Здравствуйте. Алло, добрый день. Да, слушаем вас. Вопрос. Во время аттестации учителей надо было самим учителям, чтобы сдавали ЕГЭ. Вам вопрос понятен? И все по всем предметам. Например, химию пускай сдают, математику. Пускай проверит. Если не 100 баллов, значит категория ниже. Спасибо огромное вам, дорогой наш радио, зритель, слушатель. Вопрос понятен, конечно. Как раз этот вопрос поднимался по инициативе главы республики. И сейчас ежегодно в республике проводится как раз большой такой конкурс, который называется «Профи-учитель». Деловая такая игра. И действительно, одним из составляющих этого конкурса, они сдают на профессиональную, скажем, компетентность. И сдают и в качестве единого государства, в качестве контрольно-измерительных материалов тоже такие, если математика решает задачи, и по другим предметам. Это добровольно или это добровольно? Все-таки как-то добровольно. То есть там стимулирующе будет все повыше. Это добровольной основе, конечно, все принимают участие, и действительно это молодой человек правильно говорит, это и учитывается при аттестации учителей. А в качестве экспертов это, наверное, обязательно, если педагог участвует в качестве эксперта, да? То есть непременно он сам должен прорешать и уже войти в роль ученика, да? Если педагог участвует в качестве эксперта, у него просто есть специальный обучающий курс, где его учат и потом принимают зачет по тому, как он умеет видеть решение, оценивать его в соответствии с критериями проверки. То есть это, скажем так, профессиональное обучение быть экспертом ЕГЭ. Это не совсем то же самое, что просто работать школьным учителем. Не совсем то же самое. Есть нюансы. И еще один такой небольшой штришочек, к нашей беседе. Все-таки, когда ЕГЭ сдают учителя, все-таки, да, они действительно побывали в роли. А еще, кстати, родителям можете посоветовать, может быть, родителям тоже стоит как-то прорешать эти темы? Во-первых, прийти и записаться на ЕГЭ может любой дееспособный человек в любом возрасте. Есть масса прецедентов. И Иван Ростиславович как раз вчера встречался с родительской общественностью. И здесь была очень заинтересованная аудитория на базе 5-й школы города Якутска. И сегодня, вчера как раз был проведен математический диктант в рамках этого форума, где действительно и родители показывали свою математическую грамотность. А несколько недель назад прошла всероссийская контрольная работа по математике, проводил Яндекс. В этом поучаствовать страшно интересно. И родителям посмотреть вообще, они-то как решают задачи, прежде чем, так сказать, ругать. Вы знаете, да, многие родители говорили так: ой, я никогда в жизни не сдам этот дурацкий ЕГЭ, потому что нас учили по-другому, и у нас мозги работают, может быть, по-другому, или как? Не может быть такого. Да нет, во-первых, это не совсем так, это скорее такое жеманство и кокетство, а с другой стороны, действительно очень сильно изменились требования. Теперь мы больше хотим, чтобы те, кто сдает ЕГЭ, показали
показали нам, показали государству, показали родителям, что они умеют применять математику в простейшей ситуации. Например, сколько времени поезд идет, если известно время отправления и время прибытия. Или с какой скоростью я иду домой 20 минут. Ну да. Или, например, вот высота полета 36 тысяч футов, переведите в метры. А если они этого не могут, но при этом решают какие-то фантастические уравнения, это на самом деле не образование, а только фикция такая. Ну что, дорогие друзья, давайте будем прощаться как-то, подытожим как-то нашу беседу, Уже да, всё, что, да. ну, получается, да, эфир наш подходит к концу. Я напомню, дорогие друзья, что у нас в студии был Высоцкий Иван Ростиславович. Вот мы сейчас прощаемся, заведующий лабораторией Московского центра непрерывного математического образования, один из авторов КИМов по математике, и директор института развития образования, повышения квалификации педагогов, работников образования республики, доктор педагогических наук Алексеева Галина Ивановна. Большое спасибо, что вы пришли к нам в эфир. Очень обстоятельно рассказали про этот экзамен, про математику. И даже мне, вот скептику, стало как-то более, ну, понятно, что ли, как сдавать этот экзамен. И, возможно, я попробую сдать, ну, хотя бы базовый. Радио Саха. Первое радио Якутии.